Мы входим в десятку крупнейших по территории стран мира. Обладаем колоссальными запасами природных ископаемых. Открываем новые предприятия, которые позволяют поднимать экономику даже в самые сложные времена. Мы обучаем свою молодежь в собственных современных университетах и лучших вузах мира. Мы сохранили единство и взаимопонимание всех 120 народностей, живущих на нашей земле. Мы казахстанцы. И развитие нашей страны – это развитие каждого из ее регионов с их особенностями, колоритом, историей. Современный Уральск – административный, экономический и культурный центр Западно-Казахстанской области. Город с развитой транспортной инфраструктурой, недаром его называют западными воротами Казахстана, и в то же время с ярким колоритом старины. Такой баланс сложно соблюдать, но здесь умеют. С одной стороны, это оживленный промышленный центр, стеклянные высотки и шпили современных зданий, новые жилые и торговые комплексы. С другой – сохранивший свою историю и традиции уголок уюта и тишины. Оберегая старое, Уральск создает новое. Это город активной молодежи, современной архитектуры, масштабного строительства. Уральск расширился как в юго-восточном, так и в северо-западном направлении. То есть новые микрорайоны, они построены последние 6-7 лет. Новая площадь строится, которая будет завершена в следующем году. Это будет совершенно новое место с красивым видом и с красивой архитектурой. Новый творческий центр построен. Строится Дом дружбы. Имеется Салтанат-сарайы, дворец бракосочетания, спортивные объекты. То есть город развивается и расширяется. Уральск – город активного строительства. Сегодня здесь возводятся целые районы. Это жилые здания, культурные и административные центры. Город Уральск для меня родной город. Я всю жизнь в этом городе работал. Он прямо действительно меняется на глазах и становится намного краше и красивее. И, естественно, мне это приятно. В 2014-2015 годах участники государственных программ жилищного строительства получают ключи от почти 1600 квартир общей площадью более 94 тысяч квадратных метров. Я работаю в строительстве очень давно, более 40 лет, и поэтому знаю, что как здесь было. Город рос буквально на глазах. Сегодня возникают не только новые дома и новые микрорайоны, которые строятся в комплексе, строятся жилые дома, школы, детские сады строятся. У нас даже на предприятии есть такой девиз: здесь нет предела совершенства, но есть стремление к нему. И мы всегда стремимся к этому, строить лучше и лучше. Только за последние 5 лет в Уральске и области было построено 24 объекта здравоохранения. Сегодня в этих больницах оказываются самые современные медицинские услуги. Внедряются передовые технологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Открыт новый инсультный центр. Открылось у нас отделение эндовидеохирургии, открылся инсультный центр. Поставили компьютерный томограф для нейровизуализации больных с инсультом, для определения вида инсульта и в
дальнейшем для определения тактики лечения. Приобретением новейших современных аппаратов для выхаживания маловесных новорожденных детей, такие как СИПАП-аппараты, кювезы, дыхательные аппаратуры, значительно улучшились показатели в плане выживаемости недоношенных и глубоко недоношенных детей. Уральск – город спортивных достижений. Наиболее высокие результаты спортсмены Уральска показывают в легкой атлетике и борьбе, гребле на байдарках, теннисе и шахматах. Здесь воспитываются чемпионы мира и участники Олимпийских игр. Мне 17 лет, я увлекаюсь шахматами. У нас в Уральске есть детско-спортивная юношеская школа. Я уже неоднократный чемпион республики среди детей, чемпион мира среди школьников. В ближайшие год-два я планирую стать международным гроссмейстером. Школа является лидером в развитии гребли по Западной Казахстанской области. У нас самые хорошие условия в Казахстане, и база находится именно на берегу. У нас есть 2 путевки на Олимпиаду. Мы в том году выступали на Азиатских играх, завоевали 2 золотых, 1 серебряную медаль. Кубков мира мы были призерами. Потом у нас получалось так, что мы неоднократно выиграли чемпионаты Азии. Здесь занимаются у нас дети в возрасте от 6 до 12 лет. Не первый год я работаю в спорте. У нас очень много и чемпионов, и призеров, и олимпийцев, и участников Олимпийских игр. Даже ветераны Паралимпийские игры тоже с удовольствием занимаются. И все школы, у нас сколько, порядка 18-19 спортивных школ, во всех детей много. И видов спорта очень много. В городе обучается свыше 28 тысяч студентов. Вузы Уральска – настоящая кузница специалистов. Студенты обучаются здесь по современным образовательным программам, основанным на интерактивном подходе и передовом мировом опыте. Наш университет сотрудничает тесно с вузами Польши. Наш город Уральск является историческим городом, и это привлекает многих студентов из других городов. Здесь люди дружелюбные, очень много разных национальностей, и узнавать их культуру, узнавать их язык, узнавать их историю, это для меня очень интересно. С Уральском тесно связаны имена многих народных героев. В этих местах родилась герой Советского Союза, пулеметчица Маншук Маметова. Здесь воевал герой гражданской войны Василий Иванович Чапаев. Родился поэт Жубан Малдагалиев. Провел детские и юношеские годы татарский журналист и народный поэт Габдулла Токай. Это земля основоположников домбрового искусства Казахстана. Здесь родились такие наши великие композиторы, как Курмангазы, Даулеткерей, Махамбет, Дина Нурпеевцева. Эта традиция продолжается. И наш областной оркестр имени Даулеткерей как бы лаборатория. Все музыканты здесь набирают опыта, и все наши выпускники заканчивают музыкальный колледж и консерваторию, университет искусства Астана. Так что здесь земля славится такими талантами. Город вообще сам по себе театральный. Когда первый раз был открыт театр, Казахский драматический театр, для города нашего это было большое событие. 23-й сезон мы уже открыли. В нашем театре поставлено очень много произведений и драмы, разных жанров, и драмы, и комедии, и трагедии, и фарс. Город Уральск имеет очень глубокие корни. Здесь переплетение обычаев, традиций, историй разных времен, разной эпохи. Историки нашли городище целое, городище Жаих назвали его. Раскопки показали, что там присутствовал целый завод по выпуску кирпичей. Значит, была развита строительная индустрия, была баня общественная, большая, причем. Значит, цивилизация была развита. Затем переселение казаков, затем эпоха Советского Союза. И сейчас уже в период нашей независимости. И все это время город Уральск
он менялся, он развивался, расширялся, но при этом сохраняя свои традиции, свою историю. Поэтому мы очень чтим наши традиции, нашу историю. Все исторические здания, сооружения, они включены в список архитектурных ценностей и охраняются государством. До того, как достичь современного уровня, город прошел через столетия своей истории. Сегодня Уральску есть что рассказать. Плодородное и удобное для торговли место на берегах многоводной реки люди приметили еще на заре второго тысячелетия. Принято считать, что прародителем Уральска был город, за которым закрепилось название Жаик. Под этими курганами когда-то располагался оживленный город с 2000-ным населением. Были свои мастерские, ремесленные лавки. Вдоль вот этой поймы Урала вот располагалось сам городище Жаик. Существование бани-хамам на городище Жаик говорит, что это крупный городской центр. Также можно сказать, что Жаик был и крупным таким ремесленным центром, потому что на данном городище раскопано 2 кирпичеобжигательные печи и печь для обжига извести. То есть это какие-то данные печи используются для постройки каких-то общественных зданий. Развитие Уральска тесно связано с историей казачества. История яицких казаков хранит имя Емельяна Пугачева, музей которого сегодня находится в исторической части Уральска. Отважного казака, дерзнувшего поднять народ против самой императрицы всея Руси. У него в отряде были разных национальностей народа. Конечно же, помимо них мы были казахи. Казахи участвовали младшего и среднего жуза. Возглавлял казахов Дусалы Султан. Дусалы Султан – это бывший султан младшего жуза, который перешел на сторону Пугачева. Кстати, эту войну в конце 18 века продолжит всеми известный Сырым Датов Батыр. Этим указом в январе 1775-го Екатерина II, желая стереть из памяти народные события мятежных лет, переименовывает реку Яик в Урал, а город на его берегах получает название, сохранившееся до сих пор – Уральск. Память о событиях того времени хранят стены исторических зданий города. Собор Михаила Архангела – самая старая достопримечательность Уральска, его первое каменное здание. Храм Михаила Архангела был заложен в 1741 году. То есть ему уже свыше 260 лет. Строился этот храм 10 лет. В 1751 году был введен в строй действующих, работал как главная церковь яицкого казачьего войска. Собор Михаила Архангела – это единственное здание в городе, которое не смог захватить Пугачев, хотя и осаждал его целых 108 дней. Кстати, защищал храм никто иной, как капитан Крылов, отец известного баснописца. Другой шедевр религиозной архитектуры – центральная мечеть Уральска. С 2005 года ее минареты возвышаются над всем городом, напоминая его жителям о силе высших ценностей. Высота мечети 35 метров, она способна вместить до 1800 человек. Улицы Уральска словно музей под открытым небом. У каждого здания здесь своя история. Например, вот этот памятник архитектуры 18 века – дом наказного атамана. Построенный итальянским архитектором Дель Медино, он служил резиденцией атаманов Уральского казачьего войска. Здесь останавливались Пушкин, Жуковский, Даль, Толстой. Сегодня в этих стенах расположен музей Александра Сергеевича Пушкина. Уральцы с большой любовью говорят о своем городе и гордятся его историей. Это областной историко-краеведческий музей. Здесь представлены экспонаты, самые ранние из которых датируются тысячелетиями до нашей эры и относятся к первым жителям этой территории. В музее можно полюбоваться золотыми украшениями сакского периода или вооружением средневекового воина.
Один из наиболее интересных экспонатов – таксайская принцесса, больше известная как «Золотая женщина». Ее погребение, которое относят к сарматскому периоду VI-V векам до нашей эры, археологи назвали настоящей сенсацией. В ее захоронении было найдено огромное количество золотых украшений. Это нагрудные украшения, гривна, височные украшения, которыми украшался головной убор. Было найдено конусовидное украшение головного убора в навершии в виде головы горного козла. Было найдено огромное количество золотых бляшек, которыми украшалась одежда. Запястья ее рук также были украшены золотыми браслетами. В одной руке, возможно, она держала браслет из волчьих клыков, а в другом сосуд с геометрическим орнаментом. По всем этим данным ученые сделали вывод, что она была женщиной высокого социального статуса. Также предполагают, что, возможно, она была жрицей, гадалкой, знахаркой, так как рядом с ней были найдены предметы ритуального предназначения. Отдельный зал в музее посвящен современному Уральску и его вкладу в развитие независимого Казахстана. Наверное, только в этом городе может существовать такое заведение, как Народный музей. Практически все экспонаты сюда приносят и дарят местные жители. Сами уральцы, которые заинтересованы в сохранении своей уникальной истории. Чернильницу 17 века. Молодой человек, ему лет, наверное, 16, нашел на Урале, принес, говорит, вот дарю вам. Во второй половине 18 века Уральск становится областным центром. Это дает импульс развитию экономики города. Строятся новые районы, увеличивается население. По состоянию на 1915 год Уральск был самым крупным городом Казахстана по численности населения. Это говорит о многом. И здесь появился один из первых банков, здесь появилась первая почта, здесь появилась первая станция железной дороги. Здесь, к слову, первая может к Уральску отнести во многих вопросах. В годы целины в Уральск приехало почти 200 тысяч человек, причем не только на объекты сельского хозяйства. Город стал настоящей индустриальной столицей региона за счет передислокации на эту территорию почти полусотни крупных промышленных предприятий со всего Советского Союза. Сегодня Уральск – динамично развивающийся город. Предприятия города – постоянные участники телемостов с главой государства, где открываются новые проекты или переходят на следующую стадию развития прежние производства. Уважаемый Нурсултан Абишевич, решите произвести запуск производственных линий. Очень важно видеть государственные затраты для поддержки малого и среднего бизнеса дают такие хорошие результаты. Трансформаторы сегодня тоже очень необходимые. Поздравляю вас, желаю успеха всему коллективу, крепкого здоровья. Табысты болыңыздар, құтты болсын. Продукция предприятий Уральска известна во всем Казахстане. Бизнесмены города не раз становились лауреатами республиканских премий за социальную ответственность и высокое качество производимой продукции. Зенит Урал заводы, Батыс Казахстан области. Наш регион является и промышленным, и аграрным регионом. И вместе с тем создаются условия для малого и среднего бизнеса. Наш регион соединяет коридор между Китаем, Россией и Западной Европой. И здесь мы находимся на таком стыке континентов. Поэтому это транспортно-логистический хаб, это большой потенциал. Уникальное географическое расположение Уральска всегда было его экономическим преимуществом. Город недаром называют западными воротами Казахстана. Он лежит на пути глобального товаропотока из Китая в Европу, граничит с крупными городами соседней России. Сегодня это один из наиболее перспективных центров для развития транспортной логистики в Казахстане. Город на реке на стыке Европы и Азии вот уже многие столетия играет важную экономическую и политическую роль. Но, пожалуй, главное отличие Уральска – его необыкновенный колорит.
умение совместить богатое историческое наследие с достижениями современного мира. Уральск меняется, и только любовь к нему остается прежней.